Тотукан Абдиева на протяжении 16 лет трудится в системе почты. В 2002 году начала свою деятельность с оператора, позже стала контролером. Ее заработная плата на тот момент составляла всего 600 сомов в месяц. Работа была сложной, а оплачивалась не так, как хотелось бы. Потому на тот момент стояла острая нехватка кадров. Кадровые вопросы у нас очень трудно, потому что зарплата маленькая, все туда не хотят работать на такую зарплату. Но зарплата составляла, когда я пришла на работу, 600 сомов. Ну, сейчас зарплата, конечно, повысили, но, конечно, это тоже прожиточный минимум не закрывает. По словам Абдиевой, сейчас работа чуть легче, так как установили компьютеры. Несмотря на то, что мир перешел на интенсивное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий, традиционные услуги почтовой связи продолжают играть важную социальную роль в обеспечении населения Кыргызстана наиболее доступными средствами связи. Государственное предприятие «Кыргызпочта-С» образовалось 24 года назад. Однако самое первое почтовое отделение в Кыргызстане появилось в 1878 году. С 1992 года «Кыргызпочта-С» является членом Всемирного почтового союза, который охватывает 192 страны. Сеть государственной почтовой связи республики предоставляет следующие услуги: прием, обработка, отправка и доставка денежных переводов, писем и посылок, распространение периодической печати, выплата пенсий, выплата пособий, прием оплаты различных коммунальных услуг и прием платежей за административные штрафы нарушителей правил дорожного движения ГУБДД, технический осмотр автотранспортных средств, налоги на движимое имущество 4-й группы, экологический осмотр автотранспортных средств. На сегодняшний день за границу почта доставляет бандероль до 20 дней только на самолетах, ну а в регионы до 5 дней на микроавтобусах. Конечно же, можно доставить быстрее, вот только нужно заплатить, естественно, больше. Данная посылка отправится в Латвию. Это одна из тех, что нужно доставить экспрессом. Вот вы сами видите, что ящик со всех сторон опечатан сургучом. Это обеспечивает сохранность. Здесь указаны адреса тех, кто отправил и кому нужно доставить. К примеру, эта посылка весит свыше 3 килограммов. Доставка будет стоить свыше 3000 сомов. На сегодняшний день с Кыргызстана посылку можно отправить в 65 стран мира. Стоимость услуги зависит от веса, срока доставки, географического положения объекта. Перед вами тариф экспресс-доставок. К примеру, в Армению за килограмм берем 453 сома и плюс 1418 сомов выплачивается за доставку. Кроме этого, 14% добавляется за НДС. Мы совершаем доставку в 65 стран. По словам заместителя генерального директора «Кыргызпочта-С», свою актуальность пока что не потеряла, так как на сегодняшний день госпредприятие обслуживает 80% населения. На сегодняшний день именно в сфере почтовой пересылки «Кыргызпочта-С» является монополистом. И я думаю, 80-90% рынка это занимают отправление через компанию, через наше государственное предприятие «Кыргызпочта-С». Потому что, во-первых, у нас самая разветвленная сеть, как вы знаете, по всей республике. Мы охватываем буквально каждый наш район, буквально каждое наше село обслуживают наши сотрудники «Кыргызпочта-С». Во-первых. Во-вторых, тарифы. У нас наиболее такие оптимальные тарифы для населения. У нас 921 получается объект Кыргызпочта-С в каждом районном филиале. И в Кыргызпочта-С работает более 4500 сотрудников. Стоит отметить, что ежедневными услугами почты на сегодняшний день в основном пользуются государственные органы и муниципальные предприятия, так как официальные письма доставляются в бумажном варианте в то или иное ведомство. Бегимай Джанабекова, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.